по законности. Да, второй Да. вопрос. Повторяю еще раз, я не юрист, вот у меня справки лежат. Выступили и наши юристы и сказали, что это все по закону, и никакого здесь референдума не надо. Опять же, многие как тоже их завели, типа не глава должен был, не комиссия должна была принимать решение, а народ должен был принять решение. Но это не попадает под референдум никак. Из тех справок, из того объяснения, которое у меня есть, не попадает, потому что между нашими субъектами не было границы. Мы не определили, не изменили границу. Мы сегодня определяем границу между своими субъектами. Вот когда мы эту границу сейчас установили законом, когда нам федеральный определит границу уже, у нас будет административная граница, вот после этого мы не имеем права изменять границу без референдума. Все говорят, почему нас не спросили. Ну, повторяю еще раз, у меня есть комиссия по границе, которая работает. У меня не прописано всех спрашивать, поэтому я об этом и не думал, что надо спрашивать. Да, я согласен с депутатами. Хотя и этого не прописано делать, но я согласен, может быть, и надо было собрать. Но я и депутатам говорил, ребят, вы же знали, что мы этим занимаемся, да? Вы знали, что мы вам пришлем, да? Но можно было вот тем, кто ретиво сейчас среди людей стоят и что-то говорят, декларативные вещи. А почему вы не пригласили эту комиссию к себе и не послушали ее? Почему я вам должен обязательно это было говорить? Когда вот это все случилось, теперь все становятся умными. А почему вы не сказали, почему вы не посоветовались? Совет Тейпов говорит, да, тоже согласен. Ну надо было нас собрать, хотя бы проинформировать, что происходит. Ну да, когда уже началось это все, тогда, конечно, я начал собирать всех и всем объяснять. Сегодня из такого исторического момента, который дает возможность нам мирно жить, мы создали эту огромную проблему. Я повторяю жителям, я понимаю, я уже говорил об этом, у нас хроническая болезнь не верить власти. У нас хроническая болезнь критиковать власть. Ну нельзя бы так делать. Я понимаю, у многих желание, вот тех организаторов, не у всех, потому что я вижу искренних ребят, с которыми я и раньше знал. Не буду называть, чтобы не подумали, что я на кого-то обвиняю, а кого-то хочу подкупить. Нет. Я вижу искренних ребят, которые искренне ходят, они так думают. Но когда им объясняешь, они понимают, что это не так. Я не юрист по образованию, поэтому я не могу юридические термины говорить. Я говорю с точки зрения, что мне написали наши правовики, которые уже не глупее или не умнее того же руководителя Конституционного суда. Они юристы, раз. Второе, это же опять же вопрос, да или нет, это же опять же обращение в определенные инстанции, которые должны дать эту оценку. То есть две стороны, которые говорят так или нет, да, и они должны разобраться в определенных инстанциях и людям разъяснить. И если мы каждому человеку будем объяснять или говорить, это так, это не так, и опять же разные толкования людьми. Это одно. Второе, если запросы на положительные, отрицательные заключения по этому закону, главный орган, который надзирает, в том числе за законностью, это прокуратура, не Конституционный суд, прокуратура. И если прокуратура дала положительное заключение, я же не говорю другие организмы, но этого достаточно для парламента в том числе. Да, понятно, 19 организаций, которые дали положительное заключение, Конституционный суд, который отрицательно только дал. Ну что, остальные, значит, один Конституционный суд прав. Это тоже, опять же, право Конституционного суда. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы наверняка, вот эта вся ситуация для вас была предсказуема. Наверняка вы ожидали, да, вот это волнение. А вы могли вообще оставить все как есть, не брать удар на себя? Ушло же два руководителя. Во-первых, я не предполагал, что эта ситуация может быть эффект такой иметь отрицательный для нас. Не предполагал. Повторяю еще раз, я предполагал, что большинством это будет поддержано. Я предполагал, что часть людей будет потому что я разговаривал, я высоко ценю мнение того же Зурабова Мусы, который, имея свое твердое мнение, даже когда все были против закона по местному самоуправлению, он один из первых сказал, что он нужен, что это судьбоносный закон для республики. Поэтому я его мнение его личное мнение в этом вопросе я лично уважаю и ценю, и никак не хочу его критиковать, потому что он принципиально относится к этим вещам. Да?
Но это его мнение, опять же.